Координационный женский совет абазинских аулов регулярно проводит праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Матери. Мы решили совместить приятное с полезным и использовать нашу встречу в качестве площадки, на которой можно обсудить вопросы, связанные с формированием семейных ценностей в современных реалиях на базе ценностей традиционной абазинской семьи. В этот замечательный день поздравить от имени регионального отделения нашей республики. И хотелось бы вручить почетные грамоты и благодарственные письма, если вы разрешите. Сегодня самый душевный, самый светлый праздник на свете – День Матери. Я хочу поздравить всех мам с гордостью, носящих это звание. Хочу пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия вам и вашим семьям. Женские советы очень нужны и важны, учитывая то, в какое время мы с вами живем. И, наверное, на первый план сегодня выступает то, что женщины должны, наверное, прежде всего понять, как можно нам помочь нашим ребятам, которые находятся на СВО. И лучше женщин это никто не сделает. Работу общественной организации «Алашара», мне кажется, не только в нашей республике, по всей стране уже знают об эффективности работы общественной организации. Я очень часто перед другими общественными организациями нашей республики как пример ставлю именно «Алашара», которая просто так ничего не делает. Всегда ставится цель, и они идут к этой цели и добиваются. Алашара, экзекмуса, хабали пиани режиштара, жас пшатитта, города пна, уиштараги, анша рымштерхяби, алахазла, фабришта хазраз, ан лух, атачарух, аштрух ахазла, алабабта, аллах штразха. В силу своей деятельности я могу совершенно объективно сказать, что дети могут опустить ниже плинтуса, дети могут поднять на пьедестал. Очень хочу, чтобы вы много раз стояли на пьедестале мамочки, такой счастливой, достойной. И, конечно же, ваших детей, для этого, чтобы было много побед в жизни. И, как говорится, работа любой организационной структуры неразрывно связана с этим взаимодействием с обществом. В последнее время в абазинском обществе женщины стали играть более важную роль и в реализации новых инициатив. Это напрямую связано с именем президента Алашара Мусеха Малевича Иксена. Когда говорят «женский совет», вот это слово вызывает у многих неоднозначная реакция какая-то разная. Кто-то скептически относится к женсовету самому, кто-то радуется, кто-то с недоверием. Нам даже говорили, что за женский совет, вы что, хотите возвратить прошлое? Нет, конечно, прошлое мы не возвратим. Но и у русских есть пословица, когда мелеют реки, идут к истокам. Вот и настало время нам идти к истокам. Расчистить вот этот исток, чтобы вот эта живительная влага, вот эта вода, она напоила реку и оживила наш быт, нашу культуру, наши традиции. Вот с этим мы сейчас работаем. Министр обороны Республики Абхазия во время войны, он сказал, победу мы добились за счет женщин, воспитавших таких сыновей. Дай Бог, чтобы в мире не было войны. Это самое страшное, что может быть на земле.
сказать огромное спасибо женсовету. Вы делаете очень большую, нужную и правильную работу. Во всех наших школах, даже в детских садах, мы применяем весь тот огромный материал, который вы создаете. Ваши видеоролики, ваши буклеты, все то, что вы создаете, это очень нужно нашим детям, нашему подрастающему поколению. На классных часах, на любых мероприятиях, в культуре. Вот у нас управление образования и культуры в районе. Мы объединяем как бы две большие сферы, и образование, и культуру. Мы везде применяем продукт, который создан руками женсовета, который создан нашей общественной организацией «Алашара». За это вам огромное спасибо. Действительно, женский совет делает очень большую работу, независимо от того, что у каждой женщины, которая входит в состав этого совета, своя семья, свои дети, не отрывать время от них, вот, свое время тратят на это, но не находят возможность и время встречаться с семьями, с женщинами, которые нуждаются в помощи. Подсказать в нужный момент, оказаться в тяжелый момент рядом с ними, это очень огромная работа. Что я сделала как мать? Я только Марина Рамазановна сказала, и она просит очень рассказать. Когда мой сын начал заниматься дзюдо, конечно, он родился слабеньким, очень больным мальчиком. И я решила его, конечно, как любая мама, вытянуть его с этого состояния, отдала дзюдо имени, вот не имени Пчелкина, в группу Пчелкина. И, естественно, он, как все дети, не хотел ходить. И он мне говорит: мама, если ты со мной будешь ходить, я буду ходить только в этом случае. Конечно, я купила кимоно, пошла и с Пчелкиным начала бороться, чтобы мой ребенок не бросил этот спорт.